Здравствуйте, в эфире программа «Бизнес-клуб», и сегодня у нас в гостях владелец ресторана «Мимино» Георгий Адзилашвили. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, здравствуйте. Ваш ресторан находится в центральном Нью-Джерси, но я знаю, что к вам приезжают люди из разных других областей Нью-Джерси, из Нью-Йорка, из Стейтен-Айленда. Расскажите, пожалуйста, о себе, когда вы открыли ваш ресторан. Я недавно открыл ресторан, то есть где-то 8 месяцев. Но до этого была очень маленькая такая, как кафетерия, пиццерия, и там 3 года. И там были, и оттуда уже на это 3 года очень многие. Клиенты узнали о вас? Да, узнали, и сейчас уже там, потому что там места не хватало. И понятно. Ну, всегда интересно узнать, как человек выбирает себе профессию. Как вы пришли в профессию ресторатора? В принципе, это так случайно случилось. Что-то я скучал, и что-то надо было делать. И там мой папа имел ресторан в Грузии. Очень знаменитый ресторан, очень. Между прочим, это было в 80-х годах, там очень давно. А название у ресторана какое было? Просто был ресторан «Джорджия». Да, но тоже небольшой, там на 100 человек примерно вот такой. Но всегда там очередь там стояла. То есть мест не хватало желающим? Каждый день, да. И, я все помню, конечно, как они готовили, от чего они готовили. И как-то я решил, чтобы... Уже попав сюда, решили, что и вы тоже можете себя применить на этом? Да, у меня был какой-то рецепт, и от него тоже. И потом так случилось, что моя мама приехала. А это очень важным стало уже, что мама приехала, она стала готовить там, и это уже совсем, как сказать, что... Домашняя кухня, да? Именно домашняя кухня, да. То есть вы всему хорошему научились у мамы и у папы, как я понимаю? Да. За 8 месяцев работы вашего ресторана, вот что, как вы считаете, главное в ресторанном бизнесе есть, на чем он основывается? Есть какой-то вот кит, на котором стоит этот бизнес? Да, это знаете как, там все абсолютно, надо контролировать, конечно, это не легкий бизнес вообще ресторан. Но самое главное, что в ресторане было, это очень-очень важно. И самое важное, самое первое, что еда была свежая. Отдержать свежую еду, это нелегко. И особенно, когда открываешься сначала, и пока людей нету, там, когда маленькая у меня была, да. Рассчитать очень трудно, видимо, да? Какое количество конечно, еды покупать? Сначала, да. Потому что люди не знают, там, приходишь там в неделю, 1 человек приедет, понимаешь, или 2 человека, но ты должен быть готов на 100 человек приблизительно, правильно? И приходилось выбрасывать? Очень много, я не знаю, сколько тонн я мясо выбросил, понимаете? Но не жалко, потому что человек должен кушать свежую еду. Да. Так что это главное в ресторане, чтобы была свежая, только свежая еда. И я так понимаю, что ресторан «Мимино» вот за эти 8 месяцев научился просчитывать правильное количество, правильные продукты. Да, но не оттуда уже я рассчитываю это самое. Но все равно, конечно, выбрасываем, все равно. Но это должен быть, потому что у нас заморожено практически ничего нету заморожено. И все свежее, и придется все равно это самое выбрасывать. Но не так много, когда раньше было, конечно, да. Сейчас... Я скажу, что была приятно удивлена качеством продукции, которую подают на стол. Конечно, здесь есть много ресторанов и большая конкуренция, но то, что у вас действительно готовят очень вкусно, и то, что говорили посетители вашего ресторана о том, что вот пришли на прошлой неделе, на это опять появились, потому что очень нравится, как готовят. Вот как вам удается держать эту планку? Ведь в Грузии еда готовится из других продуктов, может быть, другого качества. А здесь как вам удается сделать, чтобы еда была тоже вот такой же грузинской, такой же национальной, похожей на настоящую грузинскую? Да, правильно. Это там у нас, я имею в виду, что наш бывший Советский Союз, у нас другая вообще материал, другая мясо, другая там съесть, другая там, абсолютно другая. Все другие продукты, да. Да. А чтобы здесь было похоже на нашу еду, или это очень-очень тоже, это еще другая работа, что и мы работали за этого где-то, почти год,
у нас мы занимались, чтобы то же самое было, как у нас, допустим, готовят. То есть такая же что рецептура, чтобы была? Да. Ну, рецепт один и тот же? немножко еще переделать надо, понимаете, чтобы то же самое было, как у нас. Ну, скажите, а вы где Это очень покупаете сложно. мясо? Потому что грузинская кухня, не секрет, в основном состоит из мясных блюд. Шашлык это считается, ну, ваше национальное, что ли, достояние. Ну, я еще раз повторю, я, конечно, использую там пару баз, которые, ну, я выписываю оттуда этот самый продукты, но основной я беру фермы, которые там свежие, сразу там я выбираю, какое это самое мне надо, допустим, животное, и вот оттуда это самое 90% я оттуда выписываю точно. Ну, и чтобы покупаю. блюдо получилось настоящим грузинским, наверное, нужны настоящие грузинские повара. Вот расскажите о ваших шефах немножко. Да, это все грузины, что у меня работают, абсолютно все грузины там повара, но они, это немножко по-другому там. Женщина должна у нас это как-то так, что женщина должна делать там хачапури, там, допустим, там, с орехом, там, какой-то, ну, допустим, баклажаны с орехами, там, саци. Это женщина все как-то должна делать. Мужское это мясо с мясом, понимаете? Так что 3 человека работает, и конечно, один из них шеф-повар, да. Но он даже не сможет смешиваться, когда женщина готовит этот самый, понимаете. У нас немножко по-другому кухня. По-другому построена работа. на кухне. Да. Понятно. Ну вот какими рецептами, какими блюдами вы можете похвастаться перед нашими телезрителями? Ну, у нас обычно... Ну, шашлыки, наверное, это первое, Ну, да? шашлыки, это да, но это как-то самая легкая... Часть. Да, шашлыки это не все, да, там. Не уходит, от нас не уходит человек, который вот и баклажан с орехами не попробует, да. Хачапури у нас там 3-4 разных, там аджарский, этот, как лодка называется, Титаник мы называем. Вот без хачапури и без этого баклажана с орехом практически никто не уходит от ресторана. Да. Ну, я знаю, что вы еще славитесь своим блюдом хинкали, да? Да, хинкали, да, это, ну, самое главное хинкали, да. Это именно самое главное, которое очень много работы, очень, тоже самое, оно тоже должен быть тоже очень свежее, чтобы, ну, хинкали это грузинский, как сказать, самое главное, ну, без хинкали это как без воздуха. Ну. Ну, давайте тогда послушаем, что ваши постоянные клиенты и что ваши сотрудники думают о ресторане «Мимино». Внимание на экран. Грузинскую кухню можно сравнить с грузинской песней. Она такая же душевная, многоголосая, и она невероятно вкусная. Блюдо грузинской кухни – еда богов. Ни в одной национальной и традиционной кухне других народов нет такого обилия еды, таких умопомрачительных запахов и такого желания съесть все, что лежит на тарелке. Существует красивая, не совсем обычная легенда о появлении грузинской кухни. Когда-то очень давно Бог жил на земле. Однажды ему пришлось перебираться через Кавказские горы. Во время восхождения из котомки Бога выпали хлеб и мясо. Там, где упали эти продукты, через много веков появилась Грузия. Страна, в которой чтят и любят кулинарные традиции. Страна, в которой трапеза – это не просто поглощение еды, а культура вкуса, неторопливых бесед и песен. Нам очень нравится ресторан «Мимино». И сегодня мы здесь празднуем день рождения моего мужа. В очередной раз. Это очень хороший ресторан, очень хорошая кухня и замечательный хозяин, который очень уважает своих посетителей и очень рад, очень гостеприимный человек. Очень хороший ресторан, очень хорошая обстановка, хороший хозяин, гостеприимные люди, очень вкусная еда. Я могу только всем людям сказать, что приходите в этот ресторан, и вы не пожалеете. Я ирландка, мой муж грек. Мы оба любим этническую кухню. Специально приехали сюда из Бруклина. Здесь потрясающе, особенно с точки зрения американцев. Все очень понравилось. Мы очень рады, что здесь открыли такой хороший ресторан, грузинский ресторан «Мимино». Приезжайте сюда с друзьями, и я желаю всем хорошего Нового года.
здесь очень хорошая команда, которая всегда с радостью вас обслужит. Вот, здесь всегда очень вкусно, и люди приходят не только русские, а и американцы. Поэтому будем всегда рады вас видеть. Мне очень нравится здесь работать, поскольку команда и поваров здесь хорошая, и официантов. Поэтому приходите, будем рады вас видеть. Вы смотрите программу «Бизнес-клуб», и напоминаю, что сегодня у нас в гостях Георгий Адилашвили, владелец ресторана «Мимино», который находится в центральном Нью-Джерси. Георгий, ну не секрет, что ресторанный бизнес не самый простой бизнес, в который люди не всегда бросаются с головы, потому что очень много всяких подводных камней, которые нужно знать, которые нужно изучать. И все-таки как вот вам удается в условиях жесткой конкуренции, ведь очень много всевозможных блюд разных народов, разных кухонь можно попробовать у нас в Нью-Джерси. Как вам удается выстоять в бизнесе? То, что конкуренция, это хорошо, очень хорошо, потому что когда конкуренция бывает в любом бизнесе, да, там они пытаются, чтобы всегда вкусно делали, всегда дешевле делали там и так далее. Но это хорошо для нас, для потребителей, а вот для бизнесменов? Но для нас тоже как-то интересно тоже, понимаете. Стимулирует, да? Ну да, не спишь, понимаешь, там всегда что-то хочешь, чтобы придумать, вот за этого это уже интересно. Когда нету конкуренции, я думаю, что неинтересно ничего. Но я думаю, что вашу грузинскую кухню люди, когда распробуют, я имею в виду американские ваши потребители, они обязательно будут приходить, потому что так как в начале прошлого века здесь был бум с пиццей, так вот сейчас может наступить бум с вашей грузинской пиццей. Это будет, я думаю, что очень сложно, потому что американцы, когда заходят, ну, им нравится, конечно, там очень многие, которые бывали в Грузии, допустим, да, они уже знают и с удовольствием кушают, и уже знают, что заказать, понимаете. А которые не знают, да, и вот хачапури мы предлагаем им, хачапури, чтобы покушали, как-то грузинская пицца, да, допустим. Ну, они что-то там, что почему там соус нет, пицца соус, да. Ну, уже это очень сложно им объяснять, которые не знают, понимаете. Ну, это привычка, да, конечно. Да, но многие возвращаются американцы, да. Но наш постоянный клиент это Советский Союз. Люди, которые побывали в странах СНГ. Да, и для этого я открыл ресторан для бывшего Советского Союза. Георгий, понятно, что хачапури – это одно из таких популярных блюд в вашем ресторане. Вы сами пробовали, наверное, кухню разных народов, путешествовали тоже и наверняка знаете другие всякие блюда. Вот понимаю, что грузинская кухня на первом месте. А какая кухня на втором? Что нравится вам? Грузинская кухня первая, наверное, для меня, правильно? Ну да. Да. Ну, я не знаю, как можно сравнять, у всех бывает там очень вкусно. Например, французская кухня очень итальянский, по-своему это кто как что любит. Ну, а вам какие блюда больше всего нравятся? Мучные, мясные, молочные? Мясные, конечно, мясные. То есть вы обращаете внимание на мясные блюда? Овощи я ненавижу, да, и это самое, только мясо. Я думаю, что видно тоже, да. Ну, есть ли какие-то фирменные рецепты в вашем ресторане, секрет которых вы никому не раскроете? Никогда и ни под каким предлогом? У нас есть такие рецепты, да, такие блюда, что абсолютно нельзя этого говорить, и это только мои рецепты, наши рецепты, и это никак невозможно, чтобы это кто-то, допустим, узнал, понимаете. То есть это такой фамильный секрет теперь остается, да? Ну это да, наш семейный этот самый секрет, там хачапури, там у нас есть еще такой лула-кабаб, который этот самый там, это рецепт, невозможно просто этого так